Сухум площадью 21 километр в квадрате не самый большой по сравнению с другими городами республики, а вот численностью он превосходит в разы. Здесь, согласно последним данным, проживает порядка 65 тысяч человек. Городская среда динамичная, активная, как и потребности ее горожан. Естественно, в городе развивается инфраструктура. Как грибы после дождя растут объекты разной высоты и ширины. И этот процесс застройки регулируется соответствующими нормами и правилами. Но, как нам кажется, есть в этом процессе от начала стройки объекта до введения его в эксплуатацию одно звено. Регулируется ли оно, будем с вами выяснять. И звено это, как показали наблюдения, самое длительное по времени и риторическое по вопросам, возникающим к нему. От геологических исследований, проектирования, получения разрешения на строительство, утверждения плана и проекта, начало строительства, формирования котлована, установки свай или плит, заливки фундамента, возведения каркаса из железобетона. В общем, строительство с нуля – процесс тонкий, кропотливый и затратный. И бывает так, что здание с великолепным фасадом остается лишь на бумаге. Стройка по объективным причинам останавливается, а значит, становится частью городского архитектурного ансамбля во всей своей красе. Нужно ли закреплять за такими объектами официальный статус замороженного, в каком виде их должны содержать застройщики, какие меры безопасности и ответственности они должны нести, какие меры воздействия или законы есть для того, чтобы недостроенный объект не оставался забытым и законсервированным до лучших времен на 10, 15, а то и десятилетия. Давайте разбираться поэтапно. Столичная администрация, а именно отдел градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум, руководит процессами, связанными со всеми этапами градостроения. На стене кабинета главного архитектора Светланы Шаменковой градостроительный план будущего, который остался в прошлом, ведь советские архитекторы не могли предугадать распад СССР. Этот план, очевидно, создавался из учета комфортного проживания горожан. Вот это озеро сделать с выходом вот сюда, в море, чтобы яхты могли заходить вот сюда. И вот здесь должны были быть яхт-клубы, а вот это все санатории. Если говорить по факту, такой план необходим, чтобы, основываясь на нем, принимать решения придерживаться стратегии сохранения исторического облика, в общем, чтобы развиваться правильно. Развитие города без плана крайне губительно, но создать новый, как говорит Шаменкова, очень непросто. А план должен создаваться на основе градостроительного кодекса. Но как бы обидно это ни звучало, и его у нас нет. После Отечественной войны народа Абхазии в администрации города предприняли попытку регулировать процесс застройки, издали распоряжение, но и оно с годами утратило силу. Казалось бы, застройка города должна была бы и вовсе остановиться. Нет плана, нет градостроительного кодекса, нет распоряжений, но есть свод строительных норм и правил, которые не дают локомотиву остановиться. Это основной СНИП, который позволяет нам более или менее планировать городскую застройку. Сталкиваемся мы достаточно сложными проблемами в плане того, что вот существует квартал многоэтажной жилой застройки, в котором со старых советских времен остались какие-то частные жилые дома. Если бы по генеральному плану развития города индивидуальную жилую застройку нужно было бы вычленять из этого квартала, предоставляя людям, например, квартиры или другие земельные участки, и на этой территории, которая сейчас ими занята, планировать детские игровые площадки там, или какие-то инфраструктуру для обслуживания многоквартирных жилых домов. Но у нас нет такого плана, и поэтому мы развивать эти кварталы не можем, да, потому что ущемлять интересы людей, у которых там находится частное жилье, мы не имеем права.
Чтобы закрепить за собой право пользования землей, возвести объект, оформить его на себя у граждан, есть все возможности. На то есть законные основания, которые регулируются в том числе и земельным кодексом. Здесь, не вдаваясь в тонкости, стоит отметить то, что здания возводятся там, где это возможно физически. Но что будет, когда появится новый градостроительный план? Должны быть определены границы исторической части города. Да? То есть такие попытки были у нас еще в 2002 году. Мы пытались создать документы, которые будут ограничивать историческую часть города, в которой будут правила застройки более жесткие, нежели в других местах. Центр города – территория между улицами Иналыпа, Фазилия Искандера и Варвары Бубновой. По плану, представленному главному архитектору, здесь возведен большой многоквартирный дом, а по факту – свалка, стоянка для испорченных машин. Виднеется рельеф фундамента, проросшего сорняком. По правилам остановленного строительства территория огорожена, но забор давно нуждается в ремонте. Жильцы соседних домов рассказывали, что в этом опасном месте часто видят детей и подростков. Сказать точно, сколько подобных недостроенных объектов в черте города, невозможно, ведь нигде, в том числе и в отделе градостроительного регулирования, подобной информацией не владеют. Стоит отметить, что временная или полная остановка возведения объекта тоже имеет свои правила, как для красоты, так и для безопасности. В международной практике все законопроекты, они, может, по-разному формулируются, но именно касаемо юридической базы, которая контролирует строительство, она одинаковая. То есть, да, обязательно мы должны по закону обеспечить безопасность для людей, которые ходят мимо стройки. То есть должен быть забор, который, если есть какие-то вероятность какого-то падения с высоты, если это высотное строительство, тоже делается ограждение с крытой кровлей, и человек беспрепятственно может пройти по обычному пешеходному маршруту. У нас чаще всего, если тротуар занимает стройка, то никакого специального прохода не обеспечивается. Но это все по нашему законодательству, по тем органам, которые у нас сейчас контролируют строительство, это управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. То есть эти обязательства на него возложены. Но так как у нас не прописан закон, получается, что придя на стройку, что-то потребовав от застройщика, этот застройщик имеет право ничего не предъявить, потому что он ни по какому закону не обязан этого делать. Мадина Чкотуа руководит собственным бюро на протяжении нескольких лет. За этот период она и ее команда подготовили около 100 различных проектов. По ее словам, больше всего заказов от жителей рекреационных зон. В первую очередь Сухума, затем Гагры, Пицунды и Гудауты. Архитектура – это творческий процесс. Помимо того, что это технические какие-то моменты, это очень творческий, это искусство. Поэтому тут уже каждый индивидуально подходит к тому, как он это видит. И единственное, что может ограничить архитектора, это какие-то пожелания заказчика и законы. Получается, что архитектор, выполнив заказ, не отвечает ни за что, кроме качества своей работы. Но кто должен следить за тем, чтобы здание было возведено? А если нет, то потребовать или обязать застройщика выполнить условия заморозки стройки. А это фото с изображением недостроенного четырехэтажного здания из материалов проверки прокуратуры Гагрского района. Здание расположено в районе кемпинга, буквально в 50 метрах от него жилые многоквартирные дома, откуда, как оказалось, дети часто приходили играться. 1 января 2021 года 16-летний Никита Архипов, как обычно, игрался здесь с друзьями и случайно провалился в шахту лифта. От полученных травм он скончался. Я приехал, посмотрел, это было недостроенное здание, брошенное недостроенное здание, лет 20 простояло. И пацаны играли, и один товарищ упал в шахту лифта. И когда мне сообщили, я туда приехал, посмотрел, там ни лифта не было, просто недостроенное здание. За это мы ответственность, как бы госстандарт абсолютно никакой не несем.
Однако доследственная проверка не выявила криминального характера в случившемся, и потому в возбуждении уголовного дела было отказано. А местные органы внутренних дел инициировали профилактическую разъяснительную работу с детьми и подростками. Чтобы узнать, какова статистика, мы обратились в МВД и Генпрокуратуру. В Генпрокуратуре сообщили, что за 2022 год подобных дел не рассматривалось, а в МВД уточнили, что подобную статистику не ведут, то есть происшествия в заброшенных, строящихся или недостроенных домах ведут наряду с другими делами. Это единственный случай за последние годы, произошедший в недостроенном объекте, о котором стало известно широкой общественности из-за ее трагичности. Вот согласно требованию проектной документации, и в проектной документации есть пояснительная записка, проект организации строительства, пост такой называется, где там все расписано. Ну, это безопасность людей и безопасность, во-первых, молодежи, вот этих вот детворы. То, что детей, они везде будут лазить, везде прыгать, везде ходить. Будь добр, загородить, закрыть, проходы никакие. Это уже остановит, повешать плакаты предупредительные, опасная зона. Министерство по чрезвычайным ситуациям республики. Здесь работают круглосуточно, поскольку работа МЧС напрямую связана с безопасностью граждан, а также является органом, выдающим разрешение на введение объекта в эксплуатацию. Мы решили спросить, могут ли они хоть как-то повлиять на создание безопасной среды вокруг недостроенных, заброшенных и неохраняемых объектов. Ну, несомненно, если здание находится в бесхозном, так сказать, состоянии, оно в любом случае представляет опасность, потому что туда может зайти ребенок, который может подняться на верхние этажи. Чаще всего ограждения еще не построены, соответственно, может произойти несчастный случай. До момента, пока в нем что-нибудь не произошло, к сожалению, контроль за этим не ведется со стороны МЧС, потому что это не наша прерогатива. Мы работаем уже по факту случившегося происшествия. Либо если это какое-то стихийное бедствие, либо техногенная катастрофа, которая в принципе может случиться, тогда есть определенные планы по проведению каких-либо работ. Но это все касается только объектов промышленности. По факту зданий за ними должны следить либо, если это строящееся здание, застройщик, либо коммунальные службы, муниципалитет. То есть зона ответственности – это ихняя. Если что-то происходит, тогда уже реагируем мы. Выходит, что ни госстандарт, ни МЧС, и тем более не правоохранительные органы не имеют возможности обязать застройщика обеспечить безопасную зону. Эти структуры лишь реагируют на происшествия. Однако стоит вернуться к истокам и подробнее ознакомиться с условиями регламента выдачи разрешения на строительство. В документе четко прописаны общие положения, в том числе среди пунктов есть тот, который рекомендует застройщику уложиться в определенный срок. Порядок предоставления разрешения на строительство так или иначе регламентированы в некоторых случаях локальных нормативно-правовых актах. Земли, относящиеся к сельскохозяйственному назначению, землепользователи обязаны приступить к целевому использованию в течение 1 года, за исключением крестьянских хозяйств, кстати говоря. Все остальные земельные участки предоставлены для других целей, для них предусмотрен 2-летний срок. Отвечая на вопрос о том, если все-таки он не уложится в эти сроки, а зачастую на практике такое встречается, допустим, он довел строительство до определенной стадии, до определенного этапа, то здесь также есть такая практика, которая, кстати, вот наше гражданское законодательство, помимо всех иных объектов недвижимости, включает в себя такое понятие, как объект незавершенного строительства. То есть, разумеется, нужно, чтобы данный объект отвечал определенным требованиям, дошел до определенной стадии, опять же проходит ряд согласований, и в случае, если все эти нормы будут соблюдены, данный объект будет признан объектом незавершенного строительства.
При этом каких-то сроков, в течение которого этот объект все-таки должен быть завершен строительством и введен в эксплуатацию, в данном случае нет. При всем кажущемся бессилии структур, отсутствии кодекса, плана, актов и многого другого, что должно в целом регулировать вопрос застройки города, есть 26-я статья Конституции Абхазии. В ней четко прописываются условия прекращения права владения или права пользования землей. Администрация имеет право изъять этот земельный участок. Если он 2 года ничего с ним не делает, мы составляем акт, выносим на земельную комиссию, либо подаем в суд на этого предпринимателя и изымаем этот участок, потому что он не освоен, он пустой. В данном случае это так не может произойти, потому что человек уже начал осваивать, он уже вложил туда деньги, он залил туда достаточно серьезные фундаменты, и отобрать у него этот участок мы не имеем права никакого. Тут можно, наверное, еще упомянуть специфическую разновидность, так скажем, объектов недвижимости, например, те, которые выкупаются собственниками в порядке приватизации, там лицами, вернее, в порядке приватизации, поскольку, как мы знаем, имущество, относящееся к государственной или муниципальной собственности, приватизируется на основании договора. Данный договор включает в себя ряд требований, которые лицо, претендующее на данный объект недвижимости, обязано соблюсти. И в случае, если эти требования не будут соблюдены, то данное лицо не сможет приобрести право собственности. И вот в какой-то степени это является одним из рычагов воздействия на собственника, скажем так, мотивирующего его, стимулирующего к тому, чтобы этот объект недвижимости все-таки завершить строительство и ввести в эксплуатацию. Конечно, очевидно, что замораживание стройки не каприз застройщика, однако позиция «до лучших времен» противоречит принципам развития. О правилах консервации объекта незавершенного строительства можно было бы обнаружить в градостроительном кодексе. Проект закона находится в парламенте. Над ним работают в Комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Отмечу, что большинство строящихся и недостроенных объектов в черте города огорожены, другие же находятся в свободном доступе. Для того, чтобы подготовить этот материал и показать вам минимум долгостроев и недостроенных объектов, мы всего лишь проехались по центральной части города. Почему нас волнует эта тема? Потому что, во-первых, такие объекты портят облик столицы, во-вторых, они небезопасны. Гибель подростка в недостроенном объекте в Гагрине стал прецедентом для масштабных фактических мер. Ограничились профилактической беседой с подростками. Может ли оставаться это звено бесконтрольным и дальше? Насколько обширно заработает градостроительный кодекс, которого мы так долго ждем? Будем следить за процессами и расскажем вам о них непременно.